съемочная группа сразу же выехала на место происшествия. Вот, кстати, пострадавший Максименко. Сейчас мы узнаем, что же с ним случилось. Здравствуйте, товарищ Максименко. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, телеканалу БТВ, что же случилось? Я встал с утра, хотел поесть, приготовить яйца. Чувствую запах, но думаю, ладно, включу плиту. Включил плиту, потом как взорвался. Просто дым, огонь. Хорошо, что яйца остались целы, в смысле мои, на месте. Без дома остался, без крова. Короче, дорогие телезрители, делай потише. Дорогие телезрители, наша съемочная группа пожалела бедного пострадавшего. Он же остался без кухни и без завтрака. И мы решили его накормить, благотворительностью заняться. Сбор на квартиру. Короче, доктор, на самом деле поедем позавтракаем. Олег сразу же в таком же виде поедет. Он никогда по городу в таком виде не ходил. А я-то всегда хожу, для меня это нормально, а для него ненормально. Короче, Олег Максименконың бригада. Представляете? Представляете, менің бақырдың бір ғана видеомейкер, біреу ғана. И то меня сақтапты. Был, короче, батя блогеров, целый клан. Представляете, банда, бригада и нам башы. О, еще мои сторисы воруют. Вы мои сторисы воруете! Главное, что в ресторан пустили. Кстати, а если в ресторан не пустят? Ну мы же не бомжи. Мы же это... А по тебе не скажут? Может там фейс? Мне кажется, сразу видно, что мы блогеры, нет? Давай шаурмичный говорят того. На самом деле, мне кильдем Максименко рилс пишереве. У меня же охваты упали, мне надо же поднимать. Вот за счет него буду поднимать охваты свои. Кстати, доктор, если у вас охваты падают, надо коллаборации делать. Действительно, как будто после бомбежки гендермена и когда ваша даже доктор еще даже рилс-то представляете. А кильдик-то вообще на самом деле рилс-то шерега. Я же вот в таком же виде, у меня типа фингал, в этом халате, в другом халате и в платке, в галошах. Я заходила в ресторан и просила поесть. И как раз это было у Рававака-то. И ни один ресторан меня не покормил. Ни один. Я ходила по всем крутым ресторанам республики, какой республики? Города Уфы. Я потом зашла же вот в один ресторан, там же меня вообще капец оскорбили. Они мне сказали, иди пей воду с унитаза. Представляете? Они прям так сказали, иди пей воду с унитаза. Это не администратор сказала, а клиент, который сидел рядом, мужчина. Я замазала его лицо и лицо администратора. И даже не сказала, какой это ресторан на самом деле. Я так не поступаю никогда. Но люди узнали, какой это ресторан. И представляешь, администратор начинал меня вот так тянуть. Вы себя в зеркале видели? Мне, прикинь, вы куда, в какое заведение пришли? Вы вообще, тут у нас, смотрите, какие крутые люди сидят. Типа ты какая-то лохушка, зачем туда пришла? И мне так на душе плохо стало. Никогда мне так не было. Я так вжилась в роль, да. И я расплакалась. На самом деле, мне так хреново на душе было. И я потом такая думаю, блин, бахырки шляр. Вот действительно же много чего может в жизни случиться. Человек просто зашел, дайте кусок хлеба и воды. Все. А его оскорбили, унизили. Я тогда в таком шоке была. Прошло 2 года. Я захожу в грузинский ресторан. Приходит, официант грузин. О, вы же башкирская домохозяйка. Я говорю, в смысле, вы хотите сказать, что меня смотрите? Вы же вообще грузин. Вы меня вообще не понимаете. Что, смотрите, что ли, меня? Он говорит, нет. Когда у вас скандал с ресторанами был, говорит, мы, говорит, нам по всем ресторанам разослали, говорит, вашу фотографию. Офигеть. Прикинь, они разослали мою фотографию по ресторанам. Типа, смотрите, будьте аккуратны, будьте на чеку. Прикинь. Максименконың продюсеры бар. И еще, доктор, видеомейкеры. Покажите, пожалуйста, на себя. Вот, доктор. И еще плюс, доктор, у Максименко, оказывается, есть кто? Директ-менеджер. Директ-менеджер – это человек, который отвечает на сообщения в директе. Представляете, Ну не на все, я на некоторые сам отвечаю. А это не забыл говорить, да? Вырежем. Нет, не вырежем. Доктор, знаете, Максименко вам сам не отвечает. Я всегда сама отвечаю. Я сама. Вся одна. Я одна, да. И снимаю, и монтирую, выкладываю. И вот, потом еще у него есть, кто-то сказал. Кросспостингом занимается. Кросспостинг какой-то человек. Кто это, я не знаю. Менің видеоларны, ырғыта, ютубқа, рутуб, одноклассники. Еще бұның видеоларын выкладывать деп отырған кеше бар.
У него, короче, работает целая команда, представляете? Психолог есть и по ораторскому искусству еще есть. Минимум учеников учат. Я лох какой-то. Мне вообще уже прям Бахар Шубер Нафисе бар, который монтирует, снимает, монтирует. И то она и кинсайга штей. Не знаю, дальше выдержит меня, нет? Все от меня бегут. Они сказали, что нужна одежда бомжей, и взяли наши. Слушай, точно. Короче, доктор, у нас Вайн не вышел, потому что... Попытки Да, закончились. попытки у нас закончились. Мы на тагын бар банан уже 5 штук уже әпкелділер. Бұның көті қатты, доктор. Мен маймылға айландым уже. Мен уже іргәнә келіп тұрған өте, ол уже қалтыранып тұр. Сейчас после этого Вайна был сляжет на неделю с температурой 40. Не-не-не, я здоровый, Да? батя блогеров сильный. Меня просто удивило то, что у него целая команда. Вот. У меня тоже блог ведь, именно несколько площадок веду. И менің біргіне кіші. Нафиса. И все. Я такая думаю, блин, мен вообще дұрыс іштеймін екен, что вот, не делегирую, бля, как будет? Не делегируй, правильно? Не делегируя. Вот, мен даже өзі айта білмеймін, дұрыс етіп доктор, представляете? Мен и сейчас задумалась, вот, надо делегировать. Вот. Наконец-то я выговорила это слово. Короче, доктор, мына келділер шторниктар. Это люди, которые занимаются шторами. Бля, что я заказала на окна новые шторы. Старые Леруана Ханвис сняла. И қыздар под размер матур етіп ішленлерінде шторалы. Мына қарағыдырын тәдірәләніндей нейіліп тұрайыны. Мына простыня. Көрдеген менемендей простыня. Иске Николай заманында, кстати, простыня бұданы неге үртейін походтарға. Шуны іліп қойдық даже хаттар. Прикиньте, потому что все шторы уже сняли. Гардины достав мына поменяли, и у нас мына вот такие вот гардины. Это, как называется, я не знаю, потолочные гардины, вот. И какие шторы будут в зале, достав, скоро увидите. Кстати, мына эта стена закончили. Видно мекен, юг мекен, кубка шарьялган, цвет детской неожиданности. Зачем вы сделали такую стену, вашего дизайнера намыло? Вот так многие написали, но не знаю, пока весь дизайн не закончен, диван еще не пришел, палас не постелили, шторы не повесили, поэтому доктор не знаем, как это все будет сочетаться. Ну, вроде, мне кажется, нормально. И под цвет этой стены мы поставили, вот тоже по совету дизайнера, люстру вот такую. Кстати, многие тоже писали, где взяли люстру. Все, что вы видите, доктор, мы заказали в Вайлберс. И, кстати, доктор, вот эта вот фреска на стене в коридоре тоже многие обосрали, написали, что за фигня 80-х. А эта стена, которая на кухне, фреска эта понравилась людям. Кстати, многие спрашивали, где мы взяли вот такую вот фреску. Мы тоже ее заказали на Вайлберс. На кухне тоже будут меняться шторы. Тут будет ламбрекен. Вроде как ламбрекен. С висюльками. Вроде шла. И вот, смотрите, тут тоже мы поставили новую люстру. Тоже заказали на Вайлберс. В этой комнате тоже, доктор, будут новые шторы. Тут, видите, поставили вот гардины какие. Посмотрите поближе, покажите, пожалуйста. Вот такие вот гардины, они на всю стену. И плюс еще мы поменяли тоже тут люстру. Она тоже, заказали ее с Вайлберс. Короче, доктор, запомните все мои комнаты, как были до. Вот, тут, помните, желтые шторы были. Спасибо большое. Скорее всего, я, наверное, все вот эти шторы, мебель, кстати, новая же мебель будет. Ну, не новая мебель, кровать и диван только новый будет. Я отправлю одним людям. Не буду говорить кому. Честно говоря, я даже не знаю, что получится со шторами, доктор. Когда на картинке смотришь одно, а когда у тебя уже 50 в доме, это совсем другое. Поэтому, сами знаете, эта картинка от реальности всегда отличается. Когда смотрела я фотографии, как будут выглядеть шторы, конечно, было красиво. Но сейчас не знаю, что получится. И опять-таки все же упирается в кошелек, в бюджет. На какой бюджет ты будешь делать ремонт и менять там в доме шторы, мебель.
у нас не больно-то большой бюджет на это был заложен. Блин, ну еще Бір ит жатайын. Ілеға самы холодильникта. Вроде хахман. Хотя бы шумашер. Мы, как всегда, готовим любимое блюдо Азалии. Кунаша почти ее готовим. Курицу с грибами. Еще мешаем салат. Бежим кукей. Салат у нас будет из кукея, из редиски. И еще мы из тангелика уже бешерю я там свекла. Это будет салат из свеклы. Очень легкий рецепт. Мы не там даже ратмейм, ратамба. Курицу обжариваете майда. Куганда. Потом добавляйте шампиньоны. Все вместе до готовности тушите. Заливайте сливками. Халяту царахда и все. Очень вкусное блюдо готово. Короче, вот в кухне тоже девчонки уже начали. Девчонки-то им допоем, я это вам, чтобы это комплимент делаю вам. Девчонки, да. Девчонки уже начали устанавливать шторы на кухне. Когда я в прошлый раз говорила, что на кухне будут ламбрикены, меня тоже обосрали полностью. Сказали, какие ламбрикены? Это из моды давно вышло. Дизайнера намыло. Опять, короче. Вот, прикиньте. Ну вот сейчас увидите, как будут выглядеть ламбрикены, Дултар. И еще смотрите, что мы заказали. Эти, как это называется? Сидушки. Сидушки. Сидушки заказали. Тоже под цвет нашей фрески. Вот, сейчас посидим. О, как хорошо, удобные такие, да. Вообще кутка мягко, вообще Дултар. А мына Леруа Мерлиндан алгайны бетинде. Куда вы дели мои Леруа Мерлиновские? вот лежат. Вот, Дултар, Леруа Мерлиндан, которые я сидушки брала, Дултар, вот эти, да. Я их по дешевке взяла, еще на них акция была. Хочу сказать, если увидите в Леруа Мерлин вот такие сидушки, лучше не берите. Почему? Во-первых, они не отстирываются. Вот смотрите, вот сейчас они какие грязноватые, думаете, да, они нифига не грязные. Я их очень много стирала в стиральной машине, они не отстирываются, материал такой. И еще, когда голой попой садишься на них, попе неприятно. Материал какой-то, ну, не очень. И вот поэтому мы на стульчике заказали вот такие, юмушакана, удобные, если не просядут. Пока что попе очень приятно. Прямо попа благодарна. Такой попа говорит, ой, Милюша, как мне приятно и как удобно. Пожалуйста, сиди дольше на этом стуле. Посмотрите теперь, какие у меня в зале шторы. Вот так вот комбинировали. Почему вы вот такой цвет комбинировали, Дултар? Потому что вот такого цвета, кирпичного цвета, будет диван. Этот диван мы меняем. Вот. Вместо этого дивана будет вот такой кирпичного цвета. Поэтому сделали вот такое обрамление. Видите? И вот такой цвет почему-то подобрали девчонки. Почему, я не знаю сама. Хочу узнать ваше мнение, как вам в зале шторы. Ну, пока что ничего не понятно, потому что диван еще не поставлен, палас не постелен. Ну, хотя бы расскажите пока, как вам вот такой вот комбинированный такой вариант. Как вам? Пишите «да», «круто» или «нет», что за фигня. А сейчас, Дултар, я вам покажу в спальне. Больше всего мне понравилось в спальне. Смотрите, какая красота. Тут от стены до стены сделали гардины, видите? И смотрите, оказывается, так шикарно смотрится. Я, конечно, в зале тоже так хотела, но почему-то дизайнер сказал, что не надо в зале так. Почему-то в спальне только так сделал. Смотрите, как темно. Видали? Вообще темно. Полностью закрывает свет. Прикиньте, ничего не видно. Можно рахаттанып юхтарға. Я специально хотела, чтобы в спальне были шторы, которые не пропускают свет. И вот такие сделали. Темно-синий цвет. Тут, кстати, тоже будет кровать горчичного цвета тоже. Ой, какой горчичного? Кирпичного цвета, Дултар. А еще, Дултар, вот смотрите, будет тут в спальне торшер. И шторники даже специально для торшера шили вот такую вот фигню. Я не знаю, это как называется, но это штука от торшера. И представляете, мы взяли вот так вот материал, обшили, да, что-то вот внутри поставили такое типа пластика, я не знаю, что это такое, да, и вот бахромой вот сделали. Видали? Вот, бахрома. Вот так вот.
можно даже носить как шляпка. А? Видал? Ха, видал? Фасон Вашингтон. А что, подушечка одна, что ли, будет? Одна. В смысле? В смысле, одна подушка? А почему одна? Это подарок. А подарок? И что мне с этой одной делать? Заказывайте еще 5. Офигеть! Вот смотрите, какой маркетинговый ход. Ну, так, представляете, мы какие шторники хитрые, хитрушкины. Представляете, мы в подарок сделали меня вот такую вот одну подушку под цвет этого торшера. А я говорю, а где остальные? В смысле, мне там кровать-то Брыгина, что ли, штук будет лежать? Они говорят, заказывайте остальные сами. Почему только такого цвета, я не поняла, хуяндарма. Вообще не поняла, зачем. Причем тут хуяндар? Там-там-там-там! Буф-буф! Вот, достать, смотрите. Вот это называется ламбрикены. Посмотрите, какая красота. Кто там говорил, что ламбрикен не в моде? Биттем атурсы, курмейгенме. У меня прямо кухня, как Версальский дворец. Только, что-то как будто пустовато был қалған достар. Потому что вот так у нас тюль ушай наискосок тұрайны. Хоть адрак кіна үстелде отырғанда вақытта бізді явайны. А хәзір біз күршілерге біз көрінәбі. Вот она я! Смотрите! Смотрите, как я кушаю, да? Вот, получается так. А это комната для гостей тут. Мы тут поменяли шторы тоже. Вот такие вот поставили с птичками шторки. Шла спокойно ашыла ябыла. И гардинды адрак одунайттық достар. Бында чур куйманық. Из-за чего? Потому что здесь я хочу, чтобы всегда шторы закрыты были. Потому что бында прямо куршлерга упирается. И чтобы постоянно, короче, закрыто должен быть. Пожалуйста, посоветовать и ты, что здесь можно постелить в этом коридоре. Что постелить? Потому что вот тут маленький коврик лежит, он, мне кажется, недостаточный. Потому что бандает не курагин, купим дур пространство. На, карага. Это вообще футбольное поле. И мне кажется, здесь не хватает еще палас. Я вообще люблю паласы, я тащусь по паласам. Вот, под цвет этой фрески. Что можно здесь постелить? Дорожку, если даже. Какого цвета посоветуете дорожку? Теперь у нас какой-то венгерский дом. Был красивый, эстетичный, модерн хаус. Я не знаю, стены белые, белые там, тюли и так далее. Все было красиво, эстетично. А сейчас венгерский как будто какой-то. Ну, мне нет слов. Но нам нравится. Ну ладно, у тебя же в комнате ничего не поменяли. Сиди в своей комнате просто. Ладно, спасибо. И не выходи оттуда. Туалет мне только сделайте. Чтобы не расстраиваться. Когда через другие комнаты проходишь, да, вот так проходи. Быстренько. Я отрекаюсь от этого дома, я переезжаю. Да блин, это инстаграмный дом, что тебе не нравится? Инстаграмный дом у нас был. А это что? Это инстаграмный дом, зато сейчас яркий. Когда снимаешь фон яркий, красивый. Что не нравится? Салат аша, футархасы салат işlerler. Bilgisayar aşağıya. Onlar aşamaya kaydıp gittiler. Чтобы весь салат аша. Да блин, ну правда, я столько наготовила, думала, они будут кушать шторники. А почему они не ели? А шторники, обедовские шторы поставили и сбежали. Сейчас обидится на нас. Не, красивая. Ну посмотри, она какой красота, Нейда. Кадалю. Кухня, курменьше. Это ламбрикен называется. Я бы не удивился, бы вы еще здесь цветочек перекрасили, блин. Нет, еще не только цветочки, еще пчелки сюда пейзажу. Вот завтра поеду пчел куплю и сюда пчел поставлю. Сегодня утро. Ну что они, правда, интересно, отказались слушать? Они говорят, ночью плохо.